Начинается абсолютно новое современное веяние детской хирургии в республике. В педиатрическом отделении торжественно открыли Центр амбулаторной хирургии. На первом этаже располагается сразу амбулатория, операционный и стационар. Давно хотели открыть такой центр амбулаторной детской хирургии. Он действительно необходим, уже время назрело, потому что есть контингент детей, которые не могут попасть по своей патологии в большие стационарные подразделения, но и в поликлиниках города им помощь тоже не оказывается. Эти дети долгое время ходят в платные клиники, мыкаются, и не во всех платных клиниках возможно даже удаление таких образований, и такие услуги оказываются. Специалисты помогают детям с малохирургической патологией, подместное и общее обезболивание. Такие операции не требуют стационарного лечения. 9 ноября врачи успешно приняли первых 6 пациентов и уже вечером выписали домой. Мы пролечили сосудистые образования в области лица, туловища, грудной клетки. И еще один пациент у нас был с гнойной хирургией, то есть вросший ноготь. В центре используется мощный лечебно-диагностический потенциал больницы, в том числе и методы лазерной хирургии. Новейший, современный и очень нужный. Благодаря этому лазерному аппарату детям лечат сосудистые заболевания. Ранее, если родители возили ребенка в Центральную Россию, то сейчас появилась возможность лечения и прохождения операций дома в республике. В стационаре предусмотрено 2 койки. Всего в день врачи планируют принимать от 3 до 5 детей и плюс амбулаторных пациентов. Попасть на операцию можно через хирургов районных и городских поликлиник. Здесь оказывают помощь все профили детской хирургии, которыми богата наша больница республиканская номер 1. То есть это и услуги врача-травматолога, и челюстно-лицевые хирурги, лор-патологии. Перечень наших заболеваний будет расширяться, как только мы войдем в русло своей работы. Центр и дальше будет расширяться. Планируется закупка дополнительного оборудования и увеличение штатных единиц. На ближайшие дни уже ведется запись пациентов. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск.